Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «По сводкам ОМВД». С вами в студии Оксана Александрова и традиционно коротко о наиболее интересных происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. 21 августа в 11 часов неустановленное лицо, находясь в помещении склада номер 10 по улице Котовского, город Канаш, расплатился за продукты питания на сумму 300 рублей купюрой банка «Приколов» номиналом в 5000 рублей, причинив ущерб ИП на сумму 4700 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С 18 часов 11 августа по 10 часов 12 августа в город Канаш неустановленное лицо, находясь на первом этаже третьего подъезда дома 6 по улице Некрасова, похитило прикрепленный к отопительным батареям велосипед «Стелс» бело-оранжевого цвета, причинив ущерб владельцу на сумму 5000 рублей. С 1 августа 2018 года на территории города Канаш зарегистрировано 19 преступлений, раскрыто 3 ранее совершенных преступлений. К административной ответственности привлечено 344 человека. Разыскано 2 преступника и установлено местонахождение 8 лиц, пропавших без вести. Мы напоминаем, если вы стали жертвой преступного посягательства, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Своевременное обращение существенно повышает вероятность раскрытия преступления по горячим следам. Телефон полиции знает каждый. Это 02. А вот с мобильного телефона нужно набрать номер 102. Также можно набрать номер единого экстренного канала помощи 112. С 10 по 20 августа 2018 года на территории города Канаш проводился второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Условник». Цель мероприятия – профилактика повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Особое внимание в данном мероприятии уделяется несовершеннолетним. В ходе совместных рейдов с сотрудниками филиала по городу Канашу ФКУ УИ УФСИН России по Чувашской республике Чувашии, совместно с сотрудниками полиции, представители общественных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних проведены рейды по проверке подростков, которые входят в группу риска, с целью выявления среди них правонарушений и профилактики асоциального поведения. За период проведения мероприятия было осуществлено 7 проверок осужденных, состоящих на учетах филиала по городу Канашу УФСИН России и ПДН ОМВД по городу Канашу, в том числе 2 ночные проверки. В отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних на данном виде учета состоят 64 лица, в том числе 6 несовершеннолетних. В ходе проверок в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Условник» нарушение условий отбывания наказаний, возложенных судом, не выявлено. Уважаемые телезрители, руководители учреждений и предприятий, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовлены разъяснения по порядку приема кадровыми службами органов и организаций справок об отсутствии судимости, выданных в электронной форме. Практика показывает, что кадровые службы организаций, учреждений и органов власти не принимают справки об отсутствии судимости в электронной форме и требуют предоставлять документы на бумажном носителе. Сообщаем, что такое требование не имеет под собой правовых оснований. Согласно пункту 83 административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок об отсутствии судимости, утвержденного приказом МВД России номер 1121 от 7 ноября 2011 года, справка об отсутствии судимости выдается заявителю в виде документа на бумажном носителе, либо направляется заявителю в форме электронного документа в личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Для получения и передачи справки об отсутствии судимости в кадровую службу работнику потребуется только заказать справку на ЕПГУ и полученный результат средствами ЕПГУ отправить на установленный в его организации адрес электронной почты. Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года номер 63 ФЗ об электронной подписи, информация в электронной форме, подписанной квалификационной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе. Таким образом, юридическая значимость справки о судимости в электронной форме и форме документа на бумажном носителе одинаковы. Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике информирует об увеличении размера госпошлины за выдачу загранпаспорта. Вступил в силу федеральный закон от 3 июля 2018 года номер 180 ФЗ о внесении изменений в статьи 333 прим. 28 и 333 прим. 35 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, опубликованной 3 июля 2018 года на официальном портале правовой информации. Данным законом устанавливается государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина России за пределами страны, содержащего электронный носитель информации в размере 5000 рублей. За выдачу паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет 2500 рублей. Но в случае обращения с заявлением и оплаты госпошлины через единый портал государственных и муниципальных услуг можно получить 30% скидку. В этом случае госпошлина будет составлять для граждан Российской Федерации старше 14 лет 3500 рублей, а детям 1750 рублей. Срок оформления заграничного паспорта при обращении по месту жительства составляет 1 месяц. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, считается инновационным. Он имеет встроенную микросхему. Защищен от подделок, выдается сроком на 10 лет. В нем больше страниц для внесения виз и отметок. При прохождении паспортного контроля информация считывается с микросхемы, что экономит время. Информацию о перечне необходимых документов и график приема граждан размещен на сайте МВД Чувашской Республики в разделе «Государственные услуги». На этом наш выпуск завершен. С вами была Оксана Александрова. Будьте бдительны и берегите себя.